были мои первые трупы. На тот момент я работала в следственном отделе Увделенского района. Произошел пожар. В частном доме. В доме находились двое женщин. Одна женщина была неходячая, вторая немножко, наверное, употребляла спиртные напитки, и случился пожар. Это был зимний период. Мне абсолютно не было страшно. У меня была цель, чтобы пожарные быстрее потушили пожар и вытащить с погорелого дома трупы женщин, чтобы хотя бы остались тела, чтобы родственники могли их достойно похоронить. Да? Трупы были в таком состоянии, что мышечная масса отделялась от костей, но мы с экспертом работали совместно, вынесли трупы, произвели осмотр, все. Поэтому абсолютно не было страшно, потому что чувство долга преобладает в таких случаях. У меня была бабушка, ныне она покойная, это мама моего отца. Она была первой судьей в Караколе, поэтому уже когда она прожила определенный возраст, она с отцом поговорила и попросила кого-нибудь из его детей направить, чтобы работали в органах правоохранительных. На тот момент я также активно занималась спортом. И само собой получилось, что этим человеком явилась я. Вот и с 1998 года впервые я поступила в РОЦ. И оттуда моя деятельность по сегодняшний день продолжается. Сейчас я являюсь старшим следователем по особо важным делам Следственной службы ГУВД города Бишкек. Расследую дела особо тяжкие, в том числе дела, касающиеся врачебных ошибок, мошенничества в особо крупных размерах. Ну, круг расследования моих уголовных дел весьма разнообразный. Первый труп в академии был. Ездили в морг на вскрытие. Тогда вот первый труп увидела. В этой работе вообще не страшно, точно. Привычно, нормально. Первое мое уголовное дело — это грабеж был. Парень подбежал к машине, в машине сидела девушка, вырвал из рук телефон и убежал. Это был мой первый наряд, то есть тогда в первый раз заступила в наряд. Утром девушка заявление написала, вечером оперативники нашли его, чисто случайно на площади его нашли по ориентировке и доставили в этот же день. Он сам молодой был, и как бы на одном уровне с ним общались, то есть я с ним в простой форме общаюсь, он со мной в простой форме общается, ну нормально было. Я всегда хотела работать с преступниками, гоняться, задерживать их. Ну и этим обычно занимается оперсостав, но так как я все время нахожусь в активных движениях, мне нужен азарт, мне нужно добиться раскрытия дела, которое поручают. Я делаю все возможное и даже иногда невозможное, чтобы действительно привлечь к ответственности тех лиц, которые совершают такие ужасные преступления, от которых страдает большинство наших простых граждан, которые далеки от юриспруденции и не знают, какие меры, куда, как обратиться и как решить свою возникшую проблему. Поэтому мы созданы для этого, чтобы помогать людям. В милиции вообще в академии с 2019 года закончила в прошлом году. То есть с 2023 года я уже на должности следователя УВД Свердловского района города Бишкек. В милиции женщин работают те, которые действительно имеют жесткий характер, настырные, и те, которые ставят перед собой цель, чтобы добиться до конца, довести начатое дело. Поэтому в милиции, я думаю, женщины никак ни в гендерном, ни в другом ракурсе никак не принижены. Женщины даже иногда
бывают сильнее, чем мужчины. Дискриминации какой-либо нету. У нас еще с академских годов пошло, то, что женщина и мужчина на одном уровне. Может быть, мужского коллектива больше, но женщины все равно как-то украшают работу милиции, поэтому женщины должны быть в этой работе. По нашим современным меркам нельзя определять, что милиция – это только мужская работа. Женщины у нас сейчас очень образованные, очень умные, стремительные, поэтому я не думаю, что в нашей милиции достойно работать только мужчины. Женщины тоже достойны работать в милиции, да? В работе нравится коллектив, работа с людьми, постоянное общение, постоянно узнаешь что-то новое, расследуешь разные дела уголовные, разные ситуации. Нет вот этой рутины какой-либо, скучности, то есть интересно. В наших органах милиции к женщинам такое же отношение, как и к мужчинам. Требования такие же. И женщины иногда даже лучше соблюдают нормы в исполнительской дисциплине. И, в общем, в милиции женщины ведут себя достойно. Нигде не написано, что только женщина должна заниматься после работы домашними делами, смотреть за детьми, воспитанием их заниматься, родственников их встречать и положительно с улыбками провожать, встречать, да. Я думаю, мужчина в этом плане должен полностью всесторонне женщине помогать и не делать такой вид, что он пришел с работы и только он устал, и только он работает, в то время как женщина после работы приходит, занимается стиркой, уборкой, готовкой, себя надо еще привести в порядок. Муж, как ребенок, тоже приходит и говорит, я устал, тоже как ребенок ведет. Поэтому женщине очень тяжело, и мужчины бы чуть-чуть исправились бы в положительную сторону и правильно восприняли бы, что женщина намного больше работает, нежели мужчина. Да? Женщины не так сильно углубляются в работу, отвлекаются на быт, то есть уходят в семью, поэтому нет женщин-генералов.